С этой распиской ты идешь на экзамены, черная гелевая ручка и паспорт обязательно. Экзамен языка. Сейчас я расписку тебе распечатаю. Двери в мир знаний еще не закрыты. Приемная комиссия Ингушского госуниверситета с 20 июня активно принимает абитуриентов. Приоритет отдается зачислению льготников и целевиков, а также тем, кто поступает по отдельной квоте для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. И далее идет формирование конкурсного списка по общему конкурсу. До 3-го обращаю внимание всех абитуриентов. 12 часов 00 минут по московскому времени 3 августа у нас закроется прием документов, оригиналов на общий конкурс. Вот. И с 4 по 9 августа мы будем готовить списки поступивших. И 9 августа будет приказ, и потом опять-таки мы опубликуем на сайте. Но у нас продолжается еще набор документов, прием документов на контрактную форму обучения, кто будет идти по договорам оказания образовательных услуг. Это до 9 августа. Это те, которые будут сдавать здесь внутренние вступительные испытания. Кто имеет право на это? Это ряд категорий, которые описаны в правилах приема. Вот. И у кого есть уже вступительные испытания, это ЕГЭ, они могут сдавать документы до 19 августа. Также 25 июля завершился прием документов на магистратуру. Сегодня последний день сдачи экзаменов. Продолжается и прием документов в колледж при ИНГУ. Там у нас есть ряд специальностей, где надо сдавать дополнительные вступительные испытания. Это начальные классы, сестринское дело и правоохранительная деятельность. Там они сдают экзамены профессиональной профильной направленности. Вот. А так, на те специальности, где нет экзаменов в колледж, мы принимаем документы до 15 августа. Обращаю внимание на то, что колледж поступают по результату среднему баллу аттестата, а если сдают дополнительные экзамены, тогда этот балл будет вместе с средним баллом аттестата уже определяет конкурс. Говоря о предварительных итогах приемной комиссии, традиционно лидирует показатель поступающих по специальности лечебное дело. На одно место приходится 9 человек. Здесь выделено 48 бюджетных мест. Вторую строчку занимает юриспруденция. Далее информационные системы и технологии. Строительное дело, дефектология. Это специальность, внедренная в этом году. Те абитуриенты, которые не успели подать документы, оригинала, бывает по разным причинам же, могут же, вот, они могут потом донести и так далее. У нас по порядку приема, по приказу Министерства науки и высшего образования установлены сроки с 10 августа по 14 августа идет доп. Зачисление. Не доп. Набор, а доп. Зачисление. Это те, которые будут, уже имеют ЕГЭ, вот, уже экзамены прошли, внутренне-вступительные или ЕГЭ. Вот по каким-то причинам не смогли вот вовремя сориентироваться и зачиститься в основной период. А если у нас, опять-таки обращаю внимание на то, что есть физика, математика, вот есть такие специальности, где у нас, конечно, конкурс ниже. В приемной комиссии обращают внимание родителей абитуриентов и самих поступающих на следующий год. Предусмотрительнее выбирать дисциплины для сдачи ЕГЭ. Когда будут сдавать ЕГЭ, пусть выбирают побольше дисциплин. Потому что у нас есть профильная дисциплина, когда поступают, есть русский язык, и пусть порядок смотрят перечень вступительных испытаний. На одну специальность есть там 3, 4, 5 дисциплин, которые могут быть дисциплинами по выбору. Наши дети сдают 3 предмета. Если один не смог сдать или где-то балл низкий, и они уже не имеют права участвовать в конкурсе. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, надо 3 предмета. А если у них диапазон вот этих дисциплин будет больше, и выбора будет больше, и пусть сдают математику, профильную математику. Профильную математику не сдают больше половины выпускников школ. Они приходят, говорят, у меня 4 по математике. Но базовая математика для поступления в вуз мы не принимаем. В общем, для поступления на те имеющиеся в вузе специальности практически в половине случаев математика является профильным предметом, а по остальным направлениям царица наук, дисциплина по выбору. Адам Мережков, Акрама Дасхоев, Магаз 24.